Урматтуу достор, урматтуу подписчиктер. Көзүм менен көргөндү, өзүм менен өткөзгөнүмдү, өзүм мойнум менен өткөзгөнүмдү көрүп алып, азыр кичине жакшы болуп калдым. Жакшы Кудайым буйрса. Бирок могу кислороддун концентратор менен отурам, бирок Кудайыма шүгүр кичине жеңилдеп калдык. Ошол жеңилдеген себебимде мына бүгүн прямой эфирге чыкканыма аргасыз болдум. Анткени көбү сурап атат, көбү айтып атат. Жакшы Кудайым буйрса, жакшы болуп келатам. Бирок ошону менен пайдаланып, азыр прямой эфир менен пайдаланып, генеральный прокурорго кайрылгандын заявление жазганымды, ошоңгур деген Өткөрбек Асылбековичке дагы бир сыйга кайрылып кетет элем. Өткөрбек Асылбекович ошол заявленияны мен өзүм барып туруп кол коюп туруп ошол жака силердин прием заявленияга таштай албайм, анткени оорураак болуп атат. Бирок Facebook баракчама жазганымды ошону официалдуу түрдө дегенди эсептеп туруп, ошонун негизинде досудебный ЕРПП каттатып туруп, досудебный производствону баштаңыздар. Могу жерге канча акча келгенин далилдегиле. Бүт дүйнө жүзүндөгү финансылык институттар ошол акчаларды берген. Ошол берген акчаларды азыр силер деген иликтешиңер керек. Каяка кандай акча кеткен? Эмне себептен сиздер 6000 сомго чейин алынган, маскалар 200-300 сомго чейин алынган? Ошолордун баардыгын изилдеп чыгып туруп, ошол күнөөлүү адамдарды кылмыш ишине тартышыңар керек. Ошонун баарына жоопту ошол кездеги премьер-министр Абылгазиев да ошого жоопту. Анткени өкмөттүн башчысы ошол болчу. Андан тышкары министр здравоохранениянын могу сиздер боюнча, закупкалар боюнча да текшерип көрүңүздөрдү суранам. Ошонун негизинде деген ошол заявленияны официалдуу түрдө деп туруп, ошол боюнча досудебный производствону баштаңыздар. Урматтуу Гүлбар учуруна, урматтуу Каныбек Абдыраевич, бүгүнкү күнү 5 адвокат кайтыш болду. Ошол 5 адвокат кайтыш болгону ушул катуу оорудан, ушул оору өтүп кеткен чейин мера пресечения боюнча силерде деген бүт программа менен элди мера пресеченияларды караганга укугуңар бар. Мера пресеченияларды ошондой карагыла, дистанционный карагыла, соттордо болсо жапкыла. Урматтуу Каныбек Абдыраевич, сиз деген уголовный иштер боюнча жооптусуз. Азыр мен силерди сыйындан берип аткан справкалар ковид же пневмония жок дегенге ишенбегиле. Азыр деген пневмония ковидтен бар. Пенитенциарный системада, түрмөлөрдө, СИЗОлордо бар, ошонун баары. Ошол СИЗОдо мына өзүмөн сопутствующий болезньдер болсо, пневмония сопутствующий болезньдер болот экен. Азыр эмне деген кандай кыйын жигиттер, кыйын байкелер, кыйын эжелер, кыйын сестренкалар, апалар, эжелер өтүп кетип атат. Эмне үчүн өтүп кетип атат? Анткени сопутствующий оорулар бар экен. Пневмония сопутствующий ооруну согот экен. А ошол жерде СИЗОдо сопутствующий оору менен судебно-медицинский экспертизаны өткөн балдар жатат. Алар деген Абылгазиев подписывать эткен 2018 жылы 228 токтомго ылайык ала полностью жарайт ошолор. Ошолорго негизинде ошол элдерди, ошол арестанттарды чыгарып коюңуздарды суранам. Анткени алар эртеңки күнү ошол жакта эпидемия болуп кетсе, эмне деген кырылып калат эл. Эртеңки күнү эмне деген эл бир туугандар чыгып калат. Муну да ойлошула. Бул деле эл, бул деле адам баласы. Силерде эле бизде эле адам баласы. Бир кезде чалыныптыр. Эми чапкан сайын көз чыга бербейт да. Алар деле карап коюшуңар керек да. Алар да карап койгула да. Алар деле биздин кыргыздын жараны. Жаманбы, жакшыбы? Аларды кыргыздар. Алар да биздин кыргыздын жарандары. Ошон үчүн
гимн справкасы бар колунда, ошолорду экспертизасы бар колунда, ошолордун баарын чыгарып бериңиздер. Алардын ахвалы оор. Андан тышкары Гүлбар учурунда сизге кайтып элем. Сотторуңарды дистанционный рассмотрение кетиргиле. Только по мере пресечения. Калган сотторду токтоткула. Могул опасный экен. Бул воздушный капель эметип туруп жаман нерсе экен. Өтө катуу болдук. Канчасын көрдүм, канча кишини рахмат врачтарга. Мен азыр ушул учур менен пайдаланып туруп врачтарга чоң рахматымды айтат элем. Өңүчөсү менин бизди караган 6-чы поликлиниканын врачтарына, главврачына, зам главврачына, Салтанатка, ошолордун баардыгына чоң ыраазычылык билдирет элем. Ошол жерде медбраттарга, медсанитарлар, багыштар, алар действительно оор акыбалда, канчасы кайтыш болуп атат. Эми бул ушундай нерсе болуп калыптыр, ушундай апат болуп калыптыр. Эми бул апаттан чыгыш керекпиз. Чогуу чаран. Эми 5 жылдан бери мындайча айтканда эшек такалап жүргөн депутаттарыбыз азыр чыга калыптыр. Бирок ошону чыга калып туруп ушинтип эметип атканда анга деле рахмат. Жок дегенде ушул жактан пайдаңарды көрсөткүлөчү. Көбүрөөк ошол барыңар эле. Мен көбүңөрдү тааныйм. Көбүңөр чөнтөгүңөр өтө калың жигиттерсиңер. Сиз менен бир могу эле халат менен, маскалар менен чектелбегиле. Сиздер менен чектелбегиле. ИВЛдерди алып келгиле. Ар бирөөңөр жүздөн керек болсо колуңардан келе турган возможностьтарыңар бар. Концентратор 1000ден сатып бере турган концентраторлорго сатып бергенге возможностьтарыңар бар. Өзүңөрдүн элиңерден аябагыла. Өзүңөрдүн элиңерге бергиле. Ошондуктан эми урматтуу элим, силер дагы өзүбүздү сактабасак азыр апат күчөп баратат. Күчөп бараткандан кийин ушул апаттан чыгыш үчүн биз өзүбүз сактанышыбыз керек. Самоизоляция киргиле, чыкпагыла, сураныч чыкпагыла. Бул жаман нерсе экен. Чыдап коюңуздар, чыдап койгулачы кичине. Бийлик деле азыр буну колго алып атат. Биринчи өзүлөрүн жоготуп, бирок азыр деле колуна алып атат. Азыр мына момча 1000 место жасап атышат. Баарын эметип атышат. Ошонго кичине чыдай тургула. Кайра өзүңөр колго алып чыкпай самоизоляцияга киргиле. Ошону мен чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Эми кичине жакшы болуп кеткенден кийин чыгам силерге эфирге. Рахмат силерге. Извините, сорвалось. В первой пандемии мы сами покупали эти СИЗы. Мы эти СИЗы покупали. Наша группа ходила в этих СИЗах. Мы покупали эти маски. Мы знаем цену этих СИЗов и этих масок. Но когда мы увидели на сайте Политпро и госзакупок Министерства здравоохранения, то мы увидели, что эти СИЗы оформлялись по 6000 сомов. Это не так. СИЗы стоили от 1500 до 2500, это максимально. Маски стоили, эти маски в то время даже практически бесплатно раздавали. Поэтому я считаю, что это неправильно. Это неправильно, что вот такие сделали дела. Поэтому вопросу в моем заявлении специально написано было причастных лиц. Сейчас все говорят, почему туда не пишите, про это не пишите. Извините, должно пройти досудебное производство. В этом досудебном производстве должны установиться группа лиц или же причастные лица, которые допустили вот такой коллапс. На сегодняшний день это, вы представляете, это просто творится хаос. Это начало, можно сказать, это идет какая-то война. Вот. В связи с этим хотелось бы обратиться еще раз к генеральному прокурору Өткөрбек Асылбековичу. Өткөрбек Асылбекович, не оставьте мое заявление без внимания. Вот. Я понимаю, почему, потому что
я бы это, может быть, заявление писал. Но я это через себя увидел, что это за болезнь. Мы видим, как умер Чинувай Акуныч. Пользуясь случаем, тоже хочу Чинувай Акунычу, тоже родственникам, сделать соболезнования. Пускай Чаткандир Джайлю болсын. В связи с этим умер Чинувай Акуныч. Вы представляете, человек, который имел он имел капитал хороший, имел связи, и этот человек умер. На сегодняшний день эта пандемия показала, что деньги ничего не решают. Знание законов, знание какой-то науки ничего не решает. Сегодня решают бедные наши врачи, которым не за все 30 лет ни одним президентом не уделялось внимания врачам. Сейчас мы поняли, врачи, медсестры, медбратья, санитарки – это самые наши, это наша элита, это наша гордость. Благодаря им мы остаемся, многие остаются жить. Вы не представляете, как они плачут я сам своими глазами видел, как они плачут над телами тех, которых не смогли спасти. Как они сами, рискуя своей жизнью, умирают сами. Это страшно. Это страшно. Вот. В связи с этим, Эдгурбек Асылбекович, не дай Бог, я никому не желаю такого, чтобы вы прошли вот это. Я никому этого не желаю. Не надо желать горя чужим. Но вы должны наказать тех лиц, которые все-таки допустили вот такой беспредел. И этот беспредел должен быть расследован. Уважаемый Эдгурбек Асылбекович, зарегистрируйте, проведите досудебное производство, выявите, действительности ли была ли халатность. Поставьте вопрос, почему не соорудили больницы, почему сейчас, когда пошла волна смертей, начали разворачивать вот эти больницы. Почему на сегодняшний день фармкомпании взвинтили цены. Господин Боронов дает задание, чтобы увеличить склады медпрепаратами. Какими медпрепаратами, уважаемый господин Боронов? У нас есть департамент лекарственного обеспечения. Работает ли этот департамент лекарственного обеспечения? Сейчас получается карт-бланш дан всем частным компаниям, в особенности Неману, Фармамир и еще другим компаниям. А по какой цене они будут продавать? Это большой вопрос. Но поэтому по признакам преступления халатности виновные лица должны быть наказаны. По признакам коррупционных проявлений также должно быть произведено досудебное производство, где также должны быть выявлены причастные лица, которые допустили коррупционные проявления, где своровали, может быть, деньги. Я не могу говорить это в утвердительной форме, так как я юрист, но я прошу разобраться по данному заявлению, создать следственную комиссию, следственную группу. И большая просьба, это прокуратура имеет право, в следственную группу введите, пожалуйста, лиц от гражданского сообщества, меня тоже в качестве наблюдателей. И мы должны показать всему народу, кто враг нашего народа. Уважаемые депутаты, которые с таким удовольствием вы убежали на каникулы, а сейчас красуетесь на своих страницах и на Фейсбуке, что вы оказываете помощь. Оказывайте, молодцы, оказывайте. Хоть что-то должно быть от вас полезное.
что-то вы должны сделать полезное сейчас в такое время. Спасибо многим, которые вы это делаете. Но вы должны были создать перед этим депутатскую комиссию тоже. Депутатская комиссия тоже должна проработать и выявить тех лиц, которые допустили вот такую халатность, что привело к смерти стольких людей. Уважаемый Риткубек Асылбекович, прошу вас еще раз все-таки создать следственную группу, зарегистрировать ЕРПП и создать следственную группу и провести досудебное производство. А теперь также хотел бы обратиться к председателю Верховного суда, заместителю председателя Верховного суда, председателю Верховного суда Гульбаре Утюровне, заместителю председателя Верховного суда Канбеку Абдраевичу. Уважаемые, как бы вам, какие бы сводки вам ни приносили, я точно знаю, так как я практикующий адвокат, и у меня в производстве есть тоже дела, я точно знаю, что в следственных учреждениях пенитенциарной системы есть лица, которые больны сахарным диабетом, больные болезнью сердца, сердечной недостаточности, которые четко подходят под постановление правительства от 2018 года за номером 228, в котором четко написано, что эти люди не могут содержаться под стражей. Но в угоду каких-то непонятных обстоятельств или же каких-то заинтересованностей эти лица, которые имеют на руках заключение судебно-медицинских экспертиз, до сегодняшнего дня не изменили меру пресечения. Я человек, который на сегодняшний день через себя провел. Пневмония, может быть, она и не так сама страшна, как страшны сопутствующие болезни. Человек, который имеет сопутствующие болезни, и бьют именно сопутствующие болезни. И человек умирает от сопутствующих болезней. Это также говорят врачи все. А те лица, которые содержатся в СИЗО и в тюрьмах, они практически, многие из них, которые имеют заключение, имеют сопутствующие болезни. Если они завтра умрут, что с ними будет? Кто за них понесет ответственность? Не забывайте, это люди, это народ, это достояние нашего государства. Хороший или он плохой, это уже второй вопрос. Но это те же люди, такие же люди, как и вы, как и я, как и мы все. Им тоже нужно посмотреть, изменить им меру пресечения, потому что как бы там в ГСИН не говорили, как бы ГСИН не представляла вам справку, что в учреждениях нету ковида, это вранье, это полностью вранье. Это мы разговариваем, мы видим, мы слышим, мы разговариваем с родственниками, мы слышим. Многие из них действительно болеют сопутствующими болезнями, и все равно вирус вот этой пневмонии, ковида, все равно гуляет по этим учреждениям. Поэтому, уважаемый председатель Верховного суда, уважаемый зампредседатель Верховного суда, посмотрите, ведь бремя ответственности все равно неумолимо придет. Вы все равно, кто-то да будет отвечать за это, как либо судья единолично, как и руководство судов. Потому что это люди, это эпидемия, это страшно, это война. Это в действительности на сегодняшний день идет война с этой пандемией, с этим коронавирусом, с этой пневмонией. Умирает столько людей. Позаботьтесь, пожалуйста, о тех людях, которые содержатся под стражей тоже. Теперь также обращаюсь, уважаемая Гульбара Утюровна, уважаемый Канбек Абдраевич. Большая к вам просьба. Адвокаты умирают. В некоторых судах секретари, некоторые выявляются, ковидники выявляются, об этом умалчивается. Закройте, пожалуйста, закройте некоторые суды, закройте, перейдите на рассмотрение дел, может, по дистанционному, или же как-то. У нас же по программе
Там же установили все это. Решайте меру пресечения дистанционно. А суды закрывайте. Почему? Потому что это массовое скопление людей. Там люди действительно друг с другом контактируют. Этого нельзя допустить. Это опасно. Уважаемые люди, уважаемые судьи, подумайте о себе тоже. У вас тоже дома дети. Не дай бог где-то подхватите, то завтра. Вот завтра у меня процесс. Если я завтра не пойду на процесс, судья на том процессе обещал взять моего подзащитного под стражу. А как я пойду? Я заразный, получается. Я ж пневмонию. Ковида нету. Тесты дали, что ковида нету. Но извините, когда это было видно и когда это было слышно, чтобы летом мы массово болели пневмонией. Поэтому, уважаемые судьи, подумайте. Также я хотел бы обратиться к нашему народу. Уважаемые люди, уважаемые люди, будьте осторожны. Будьте осторожны. Это, оказывается, действительно страшно. Нельзя это не выходить. Самоизоляцию, делайте самоизоляцию. То, что чрезвычайное положение не выставляет, это даже правильно. Почему? Потому что если выставят чрезвычайное положение и сделают блокпосты, вы не представляете, с новостроек, с этих районов люди не смогут привести своих родственников, близких, друзей, потому что они смогут пробиться через блокпосты, а скорых помощи не хватает. Поэтому нельзя вводить чрезвычайное положение. Чрезвычайную ситуацию можно ввести, но, уважаемые люди, уважаемый народ Казахстана, самоизолируйтесь. Это самое лучшее, что мы можем сейчас себе помочь. Уважаемый премьер-министр, в аптеках нету многих лекарств. Сейчас ищем эти лекарства. Народ переписывается, друг другу помогает. Уважаемый премьер-министр, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить лекарствами регионы. Болезнь пошла по регионам. Это опасно. В регионах нету ИВЛов. В регионах нету концентраторов кислорода. В регионах сейчас уже нету препаратов, которыми можно лечиться. Позаботьтесь. Вы живете за счет нас, вы работаете за счет нас, потому что вы зарплату получаете за счет нас. Поэтому, уважаемые правители, уважаемые судьи, уважаемый народ, если мы не позаботимся о себе сами, то не позаботится о нас никто. Поэтому мы должны все-таки беречь себя, потому что нельзя допускать массовое скопление, нельзя. Поэтому, уважаемый народ, берегите себя. Большое спасибо за то, что были, конечно, тяжело было видеть то, что я увидел. Тяжело было переносить то, что я переношу. Спасибо вам всем за внимание.